Продолжается работа Восточного экономического форума «Возможности России в Новой Азии». Прямо сейчас об этом рассуждают на полях Восточного экономического форума 2018 члены Международного дискуссионного клуба «Валдай» и президент Владимир Путин. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию из Владивостока. Что-то сказать, как-то это оттуда к нам приходил. Вот, гиперболоид – это Женя Рогарин, одним словом. Вот, значит, а теперь... Ну и кроме всего, все медиапространство, оно все-таки западноцентричное. Давайте отдавать в этом себе отчет. Оно, во-первых, западноцентрично, это так, да, и на самом деле понятно, что там на китайском рынке западные медиа ничего не делают, их там нету, да, и у нас они тоже не сильно представлены. Но если говорить об остальном мире, то там немножко другая картина. И в этом смысле, но проблема в том, что у нас между нами коммуникации очень плохие. Я не хочу очень долго говорить, но пару лет назад мы же сделали в Валдайском клубе исследование, когда сравнивали подход российских СМИ и китайских СМИ к наиболее значимым проблемам. Там Вторая мировая война, Великая Китайская стена и так далее. И выяснилось, что трактовки у нас здорово разные. Это не значит, что это, конечно, преодолимо. И в деловом, и в бизнесе мы видим, что коммуникационная система очень слабо развита. Поэтому к вопросу о ремонте и строительстве этого дела, коммуникационная часть, конечно же, должна быть радикально пересмотрена. Коммуникации должны выйти на другой уровень. Иначе ничего от этого, вот разговор дальше круга интеллектуалов никуда не пойдет. А что значит должны выйти на другой уровень коммуникации? Вот в практическом ключе. В практическом ключе, значит, у нас должны появиться какие-то системы, как они могут быть сделаны коммуникационные, то есть в виде соцсетей, еще чего-то, где обмен информацией между разными сегментами этой Евразии увеличится в разы. На сегодняшний момент информации о Китае в Россию практически поступает очень мало. Очень мало. И из России в Китай тоже очень мало. И российские СМИ, да, мы, конечно, сейчас стали больше писать, и есть корреспондент во всех каналах в Пекине, так сказать, все работают, агентства, но это все равно очень немного. По сравнению с тем, что мы знаем, к примеру, о Западной Европе в коммуникационном смысле, это просто соотношение, там, я не знаю, там, у нас главный герой СМИ, значит, Украина в определенном смысле и Америка, понимаете? Ну вот, да, конечно, азиатских новостей гораздо меньше. Да нет их, да. Меньше в СМИ, но это и во многом связано с тем, что аудитория хочет воспринимать. Да, вы хотите что-то добавить? Да, я хотел сказать, что, возвращаясь к содержанию основному нашего доклада, у нас в СМИ европейской части страны у нас и дальневосточных новостей очень мало, и сибирских новостей очень мало. Вот одна из проблем, на которую мы в докладе внимание обращаем, то, что для населения европейской части России Дальний Восток – это экзотика. Вот важнейшая задача, чтобы Дальний Восток перестал быть экзотикой, чтобы Колыма воспринималась так же, как Кострома, как нормальная, естественная, органическая часть России. Федор Александрович, ваш был адрес, камень про то, что противоречия между Европой и Азией-то они были давно, и, может быть, они не так быстро сгладятся. У нас действительно внутри страны есть большие, ну не то что противоречия, а большое много незнания о Востоке жителями европейской части. Как это изживать, переживать? Потому что без этого поворачиваться в Азию культурологически и политически, сложно. Ну, изживать и переживать понятно, как нужно просвещать и просвещаться. Нужно, о чем в докладе сказано, перестраивать, адаптировать наше образование к тому, что это сложная страна, большая сложная страна, в которой, о чем коллеги уже говорили, азиатская история. Она играла роль в азиатской истории, азиатская история играла роль в русской истории. И ведь то, о чем говорил Андрей Георгиевич по поводу противоречий или там различий, точнее, Востока и Запада, ну и что? Вообще современный мир, в отличие от того, к чему мы успели привыкнуть, скажем, в 20 веке и вот сразу после него, это не мир черно-белый, это не мир, где ты должен выбрать или то, или другое. Давай-ка определись, ты с Европы или с Азии. Вот это все уходит. Уходит, опять же, не по причине России, не по причине Китая, не по причине США, потому что объективно. В этом плане, кстати говоря, глобализация сыграла мощнейшую роль.
что все выровнялось, мир стал, ну, как говорили, плоским. То есть он не стал плоским, но он стал таким целостным, взаимозависимым. И в этом мире все друг с другом переплетается. И вот этот вот нами усвоенный, причем с некоторой деформацией, даже с искажением, постулат западный или-или, такая вот игра с нулевой суммой, просто не работает. Это, кстати, к вопросу о гегемонах. Гегемоны не будет, то, что в том же Китае есть такие инстинкты и амбиции, естественно, конечно, когда страна так мощно развивается и так прям на глазах поднимается вверх во всех смыслах, это неизбежно. Но просто гегемон вот нынешний или там предыдущий гегемон Соединенные Штаты, они вот в полном объеме испытали, до какой степени это невозможно. И следующие, кто попытаются это сделать, они столкнутся ровно с тем же. И я думаю, что Китай, учитывая все-таки другой немножко исторический бэкграунд, они уже поняли, что так нельзя. А если нет, то тогда как раз сила в гармонизации многообразия, чем вот Россия всю свою историю пытается заниматься. Сергей Александрович, я вижу, дам вам слово через секунду, хочу только уточнить, Федор Александрович, вы говорите, что вот этот мир, в котором или-или, он себя изживает, этого больше нет. Но на практике-то мы видим и другое. Ну вот смотрите, в Европу ненадолго перенесемся. Северный поток-2, да, что Америка говорит Европе, по сути, или-или, да, ну пытается, по крайней мере, это говорить. Либо вы с нами дружите, покупаете наш жирный газ, или идите дружить с Россией, да. Разве вот эти вопросы или-или до сих пор не возникают даже среди союзников? А что уж там говорить про соперников? Вопрос или-или возникает и будет возникать дальше, когда кто-то считает, что обладает достаточной силой, чтобы выкрутить руки и заставить сделать этот выбор. Соединенные Штаты, хотя историческая тенденция, я думаю, достаточно очевидна, что они уже пережили свой пик, но фора, которую они накопили, столь велика, что это еще долго продлится. Конечно, они пытаются использовать те возможности, которые у них есть, они огромные, вот эту самую систему или возродить. Но я думаю, что в конце концов, кстати, тоже Северный поток мы посмотрим еще. Это вот очень интересный тест. Но это все равно уходящая реальность, которая в конце концов не сработает. Сергей Александрович. В этом докладе и в других наших работах есть два тезиса, которые, мне кажется, очень важны. Первый – Советский Союз и Россия являются повивальной бабкой истории. Мы являемся акушеркой Азии, потому что мы лишили Запад военного превосходства. А на военном превосходстве последние 500 лет изжижилось его экономическое, политическое и культурное превосходство. И мы стали не Западом. Там другое, почему мы стали не Западом, и это уже следующий вопрос, но мы стали не Западом. И поэтому сейчас мы сделали мир гораздо более свободным. И Азия пошла туда, где она была 1000 лет тому назад, а 1000 лет тому назад и 700 лет тому назад Азия была центром мировой экономики. Это будет продолжаться довольно долго. Поэтому есть второй вопрос. Кстати говоря, то, что мы приняли, отвечая на вопрос о том, что мы принесли в Азию, мы принесли им свободу и возможность развиваться свободно, сбалансировав Запад. И вторая история, которая заключается в том, что мы должны понимать, что центр мира экономический, политический, а потом и культурный будет в большей степени в Азии. И мы должны знать ее. Вот вы говорите и-или. Кстати говоря, в азиатской культуре... Это Федор Александрович первый сказал про или-или. Нет. В азиатской культуре говорят, что, правда, это и в российской культуре существует, и-или не очень принято. Там все-таки говорят плюс-плюс. Гармонизация, договоренности. Это часть азиатской культуры. Мы должны это понимать. Мы не знаем Азии. Дети наши и наши внуки будут жить в мире, где китайские династии будут столь же важны для всего мира, как Стюарты, Романовы или Бурбоны. Вот мы должны сейчас понимать, что вот мы должны менять свою систему образования таким образом, чтобы наши дети были готовы к этому новому миру. А для этого нужно больше изучать Азию и историю России в Азии, начиная со школьной семьи, в разы по возможности увеличивать число востоковедов, которых у нас
чудовищно мало. Хотя это огромная совершенно проблема, потому что мы очень много растеряли востоковедов. Мы должны понимать, что вот будущее там, и готовиться к этому будущему, и готовить наше общество. Это не изменение своего генетического кода. Это движение за историей, вперед истории. Леонид Ефимович, да. Да, извините, потом вам, да. Если позволите. Да. Так сложилось исторически, что в России был регион, который по независящим от него обстоятельствам против своей воли вынужден был выстраивать отношения с Азией. Не зная на свой страх и риск, выстраивать на уровне бытовых, на уровне опыта и ошибок. Это Дальний Восток. Практически здесь мы имеем те самые 6-7 миллионов, когда говорят много-мало, опять же предполагается, что вот там много – это опасно. Другая система отношений. Много-мало не важно. То есть сколько? Это люди, которые имеют опыт работы в Азии. Опыт личной коммуникации. А личная коммуникация – это те самые институты. Замена тех самых европейских институтов, которые замечательно страхуют бизнес, политику и все остальное. К сожалению, этот опыт практически... В силу того, что этот опыт не был заявлен дальневосточниками, он не был использован никем другим. В частности, один из элементов доклада как раз связан с тем, что этот уникальный опыт должен быть использован. Спасибо. Да, Виктор Иванович. Я хочу вернуться все-таки к теме исторического образования, просвещения и востоковедения, о чем говорил Сергей Александрович. Мне кажется, эта тема крайне актуальная, и опять же очень хорошо, что Валдайский клуб поднял эту проблему. Насколько это важно, можно показать просто на одном примере. Мы достаточно давно уже, где-то с середины 90-х годов, методами социологического исследования смотрим, как относятся россияне, жители Дальнего Востока, к Китаю, китайцам. Так вот, эти исследования показывают, что толерантнее всего, спокойнее всего к Китаю относятся, знаете где? В Благовещенске. То есть там, где наиболее тесные контакты с Китаем и китайцами. То есть там, где люди лучше всего знают Китай, лучше всего знают китайцев, чаще всего там бывают. Вот это очень важно. То есть это показатель того, насколько важно личное общение. И еще одно. Опять же, последние где-то 15 лет показывают, что очень серьезные изменения в отношении к Китаю начались после проведения года Китая в России и России в Китае. Это был 7-8 годы. Когда пресса стала писать более спокойно, более толерантно о Китае, и изменилось резко отношение людей. То есть просвещение, знания – это очень важный показатель. Теперь к самому образованию. Вот вы знаете, я двумя руками выступаю за то, что была усилена азиатская компонента в школьном образовании. Потому что если мы сегодня берем, скажем, то же самое преподавание есть у нас всемирная история, да? Есть история стран Азии и Африки. То есть всемирная история – это, по сути дела, история Европы и чуть-чуть Соединенных Штатов. Вот это надо капитально, кардинально менять. И то же самое касается истории России, которая, в общем, если мы возьмем наши российские учебники, то это история, скажем так, Москвы, Санкт-Петербурга, немного европейской части и где-то чуть-чуть о Сибири. Я беру о Сибири в широком смысле слова. И вот последний вопрос, конечно, о востоковедении. Это, в настоящее время в России востоковедение, можно сказать, разобрано. Понимаете, оно реально разобрано в 90-е годы, и оно до сих пор не собрано. Вот это, в общем, очень серьезная проблема. Катастрофически не хватает специалистов. В докладе высказана идея в разы увеличить. Да? Я бы выступил двумя руками за то, чтобы в разы увеличить. Но у нас некому это сегодня сделать в разы. Потому что это очень тонкий процесс, очень тонкая настройка, и требуется очень серьезно. Потому что школы, Владивостокская школа востоковедения трижды разрушалась за 100 лет с небольшим ее существования. И потом уходили десятилетия на ее восстановление. Сегодня опять ее надо восстанавливать. И мне кажется, что здесь, я не знаю, насколько это возможно, должна быть какая-то принята специальная государственная программа по восстановлению востоковедения в России. Это касается вообще не только здесь, Восточной Азии, это касается вообще востоковедения. У нас катастрофы и с индологами, и с ближним. В общем, у нас очень большие проблемы. Это только государство, если поймет, что это, в общем-то, государственная задача, и она решаться должна на самом высоком уровне. Тимофей Вячеславович, и давайте попробуем подключить зал, потому что я уже слышу даже, что есть реплики из зала. Сейчас, Тимофей Вячеславович, скажите, да, вы хотели добавить? Спасибо, да. Я хотел бы вернуться и опять же все-таки в ключе деэкзотизации
Востока. Востоковедение не должно быть в России экзотической наукой для избранных. Оно должно точно так же, как знание понимания Европы, европейских языков, знание понимания Азии должно стать в России нормальным явлением, а не исключением. Я так понял, у нас есть микрофоны. Вы хотели как раз что-то добавить, вы так отреагировали на... Я вообще хотел подключить зал, может быть, у вас есть вопросы какие-то, но вы хотели что-то добавить про обучение... Я хотела просто поддержать... Да. Представьте, пожалуйста, если вам... Поличка Нина Петровна, Хабаровск. Я хотела поддержать предыдущего оратора, потому что мы занимались анализом исторического образования. Это катастрофа. У нас в истории России из 240 часов 2 часа про Дальний Восток, час, как мы воевали с Японией в XIX веке, второй час, как мы воевали в XX. Что касается всемирной истории, то если говорить о Китае, то там про опиумные войны. Сами понимаете, какое отношение можно воспитать к народу, который вот прошел через это. Поэтому, конечно, если мы поворачиваемся в Судан, на Дальний Восток, вот в Азиатско-Тихоокеанский регион, то историческое образование и географическое, и любое другое образование, оно должно начинаться вот как бы иметь соответствующее основание, потому что как говорил Михалков, сегодня дети, завтра народ. Поэтому если мы не начнем менять содержание общего образования в качестве как бы основы для реализации новой стратегии России, то, конечно, мы ничего не получим. Вот все, что хотелось. Да, востоковедов воспитать может быть действительно долго и сложно, но может быть поменять школьную программу с тем, чтобы про Габсбургов там рассказывалось столько же, сколько про китайские династии, а сейчас, конечно, все совсем не так, да? Это можно было бы сделать более-менее быстро. Вы знаете, мне кажется, что здесь... Да, извините. Да, давайте вы потом. Вопрос учителей и учителей. Мы изменить программу можем в лед. Вот, не знаю, соберутся там Министерство образования, изменит программу, а учить кто будет? Вот проблема, почему, собственно, востоковеды нужны сегодня. Простите, а учителей кто готовить будет? Которые будут говорить про китайские династии, которые будут говорить про, там, я не знаю, этапы развития индийской цивилизации, Иран, там, ну и так далее, там, где вы их возьмете? То есть их сначала надо подготовить. Спасибо. Вы знаете, поскольку мы этот вопрос несколько раз уже обсуждали, конечно, это огромная проблема, но она решаема. Сейчас у нас есть возможности взять наших десяток востоковедов и заставить их начитать лекции, которые мы электронно распространим. И учителя, по крайней мере, общее представление об истории Китая. Если Ларин условно прочитает курс лекций об истории Китая, то каждый преподаватель в Саратовской области будет иметь возможность иметь хотя бы общее представление. Это возможно. И это, кстати говоря, один из главных выводов доклада. Нам нужно менять школьное образование. Есть же система переподготовки учителей, можно ей пользоваться. Знаете, коллеги, я хочу сказать, что нас спасет только искусственный интеллект. Потому что, понимаете, с интеллектом человеческим эта задача нерешаема. Школьное образование и обучать еще Азии невозможно. Махабхарата вместо слова полку Игореве — это блистательная идея, или вместе еще. Но это невозможно. Это ну, хотя бы йогу вместо подтягивания. Ну, может быть, да. Камасутра вместо Арсаманди. Видели? Подождите, что сейчас вместо Камасутры в школьной программе? Я что-то пропускал, видимо, Вы плохо учились в школе, школьники разбираются. Нет, коллеги, даже с медалью, но почему-то вот это но если серьезно говорить, понимаете, мне кажется, что это нереалистично. Потому что образование нынешнее, современное, и вот, Сергей Александрович, мы с вами в одном университете, между прочим, трудимся. И школьники и к вам, и к нам поступают. Чему они, какому Востоку они могут учиться? Это надо, во-первых, тогда... Вон сейчас там 2 часа дополнительный какой-то там, я не знаю, что там, физику там пытаются там вставить в образование, там, и это не очень удается. Мне кажется, что это очень и очень сложно. У нас, я просто призвал бы смотреть на это трезво. Ну, может быть, что-то можно прибавить, но в целом, в рамках современного образования, где многие сетуют на то, что надо учить больше технологиям, больше пониманию современного использования знаний и так далее, вот так вот просто туда привинтить, честно говоря, вот такое востоковедение,
в больших объемах, сколь-нибудь существенных, мне кажется, крайне сложно. Вы знаете, мне кажется, что вообще, если говорить о таком вот развитии это все, мы видим несколько примеров, как вот эта евразийская идентичность возникает помимо, надо сказать, России. Ну вот я бы сказал бы вкратце, что есть Казахстан, например, да, который очень интересный пример общества, которое ищет свою новую идентичность и которое является и восточным, и невосточным, и, так сказать, и очень традиционным, и не очень традиционным. Пожалуй, Южная Корея тоже очень любопытный пример трансформации в такой более, хоть там и там есть свои проблемы, но тем не менее интернационализация. Сингапур и Гонконг, которые дают нам потрясающие примеры мультикультурализма и сотрудничества, и новых идентичностей. Причем, если говорить о мультикультуральности и терпимости, то никакая Германия не сравнится с Сингапуром, потому что там это лучше. И там, между прочим, эта проблема, я почему, что я вспоминал, вот недавно мы специально знакомились, когда обсуждались проблемы там, языков, с системой образования в Сингапуре. Ну, конечно же, она построена на технологиях и, как ни странно, на языках. Вот, вопрос, и может быть одной из альтернатив, были бы, конечно, альтернативы изучения языка, как филологическая система, которая могла бы встраиваться и человека приобщать к культуре. Что вы имеете в виду изучение языка? Ну, смотрите, если, предположим, мы учим, как способ изучить английскую литературу и культуру, учить английский язык. Ну да. Вы учите английский язык и одновременно учите все. Если, предположим, вы хотите, например, там, сказать, знать что-то Азию, то не надо специального востоковедения, как может быть, да? Возможно, второй язык решил бы проблему проще, потому что обучение языку автоматически влечет за собой изучение многих сущностей. Ну, Такова основа филологического образования. Китайский или японский редко в школах бывает как второй язык. Ну вот Да. просто, может быть, Нет, почему? Во многих школах здесь, вот в нашем регионе, в Владивостоке, в том же и китайский, и японский, и корейский идет как второй язык. То есть есть спрос, есть предложение. Да, пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос. Здравствуйте, Уржумсова Татьяна Борисовна, Санкт-Петербург, экономический университет. Во-первых, коллеги, благодарю за великолепно сделанную работу, доклад фантастический получился. Во-вторых, может быть, даже не во-вторых, а может и во-первых, у нас в этом году все-таки 200 лет отечественного востоковедения. У нас такой праздник, и хотелось бы к этому празднику что-то добавить хорошего. Вот. И что я хотела сказать. Как нам быть? Возможно, мы не сможем в один раз так проснуться, щелкнуть пальцами раз, и все уже все знают про Азию, повернулись, да? Знаете, сейчас мне кажется, что нужно идти через любознательных детей, из тех, кто хочет, кто тянется. Возможно, вы удивитесь, но мы в этом году стали центром по востоковедению для многих западных регионов. Калининград, Поволжье, обращаются школьники, и мы организуем такие дистанционные клубы по интересам. Старшие школьники, несмотря на то, что у них подготовка к ЕГЭ, много чего, они все равно ходят. Они внимательно слушают через интернет, через вебинары, личное присутствие, начальные знания по китайскому языку, но то, что мы, во всяком случае, можем, японскому и корейскому, то, что есть у нас. История, в первую очередь, история дипломатии. Но то, что детям интересно. Знаете, интерес есть. Поэтому у меня такой довольно оптимистичный взгляд на то, что мы можем это сделать. И если нас еще в этом, конечно же, поддержит государство, на что мы очень надеемся, тогда я думаю, что мы не сразу, не в один день, но мы повернем эту реку вспять. Спасибо. Давайте попробуем в зале, у нас зал это позволяет, провести просто такое голосование. Максимально провокативное с моей стороны, но позволю себе быть провокатором. Давайте проголосуем, кем вы себя считаете. Европейцем, азиатом или не определились? Вот давайте, кто считает себя европейцем? Можете поднять руку, пожалуйста. Россиянином, давайте, ну нет, это будет третье, да. Значит, азиатом. А кто считает себя азиатом? Просто россиянами, ну, все поднимут руку, у кого российский паспорт, кто россиянин, мы все россияне. Это не... Ну, не все. Некоторые, может быть, другую идентичность имеют. Знаете, некоторые россияне, может, с гнильцой, понимаете? С двойным дном. Но они в этом зале, только не в этом. Они, может, сюда на кабаньих копытцах прокрались, понимаете, в России. Ну так, кто считает себя азиатом? Значит, европейцев было у нас 2 или 3, да, по-моему? Еще раз, можете, кто европейцы? 3. А азиатов вообще никого. То есть все остальные это...
Вы, да, и один азиат. Ну вот так, надо не к Европе, не к Азии поворачиваться, а надо уйти в себя. Если позволите. В свое время Карамзин написал достаточно сатирический злой образ русского европейца. Ну, как бы смешно им получается. То есть он или русский, или европеец, не получается. А русский азиат будет еще более смешным. Вышло так. Знать Азию, уметь жить в Азии и быть азиатом, это не совсем одно и то же. Просто, мне кажется, вопрос немножко не про это. Спасибо. Вот вы говорили о том, что мы должны понять, квартира какая наша должна быть в конце. Мы об этом так и не договорили. Вот мы предположим, что мы сделали все рекомендации, которые у вас в докладе, и востоковедение подтянули, и больше начали об этом рассказывать, и медийные связи наладили и так далее. Что мы в итоге должны получить? Какой Россия должна стать в итоге? Счастливый, богатый, и свободный. Счастливый, нет, сильный, богатый, свободный в той мере, в которой это возможно в будущем мире. И это, безусловно, будет. Другое дело, что когда мы считали себя недоевропейцами, ни счастливыми, ни богатыми, ни свободными мы не были. Заметьте. Кто как? Ну да, отдельные люди. Это огромная 1% проблема. был там людей, которые... Это проблема, которую мы обходили. Действительно, 1% россиян в момент, когда все взорвалось, вывезли свои денежки туда, построили там квартирки. Они считают, и им сейчас трудно расставаться с той Европой. Это не значит, впрочем, что они европейцы. Они, если они честно заработали деньги и вывезли, значит, дай бог им счастья. Если нечестно, то они воры. И поэтому вот этот спор подспудно. Даже те, кто честно вывез, как оказалось, в итоге визу-то могут не дать. Придется какой-нибудь еще паспорт Поэтому искать. эта проблема тоже существует. Через 20 лет, благодаря изменению экономических потоков, я вас уверяю, у нас появится гораздо больше азиатов, потому что гораздо больше людей будет считать торговлю с Азией, взаимодействие с Азией выгодным. Это нормальный процесс. Но мы этот процесс в этом докладе оставили в стороне. Мы говорим сейчас о культуре, о том, что можно сделать. Вот в образовании, в самосознании мы можем сделать довольно много и довольно быстро. Я не соглашусь с Андреем, что нельзя ничего сделать. Я вас уверяю, что можно. И студенты мои, мы в одном вузе, но у меня очень много ребят, даже, я бы сказал, больше половины, которые занимаются Азией. И они у тебя целая школа востоковедения. Да, нет, они и не только в школе востоковедения, они и туда самые лучшие идут. Потому что уже молодые ребята почувствовали, что там будущее. Там самые дорогие курсы у нас. Это курсы по Азии. Мне это напоминает один эпизод из романа «Петербург», где сенатор Облеухов занимается беседой с человеком, который... Вот ты по характеру напоминаешь Облеухова, а внешне его собеседника, который обсуждают, как Петербург... Объясни, потому что народ не... В романе «Петербург» высказывается, написано 100 лет назад, Андрей Белый, выдающийся русский писатель, высказывал мысль о том, что там, собственно, преддверие революции, тяжелые переживания. И одна из главных линий – это где, как Восток и Запад встретятся. И встречаются они в Санкт-Петербурге. И, собственно, это и есть смычка Востока и Запада, при котором расхождение преодолевается. Вообще преодолевается, оно исчезает как таковое. И в этом смысле там тоже рассуждают и об образовании, и об учебе, и обо всем этом, так сказать. Такой правительский во многом роман, хотя такой трагический. Виктор Владимирович, Федор Александрович. Одно маленькое дополнение к тому, что сказал Сергей Александрович, какой должна быть Россия. Но мне кажется, очень важно, что Россия должна постоянно испытывать чувство самоуважения. То есть хватит куда-то оглядываться, хватит смотреть, что скажут что Европа скажет, да? Что там Азия скажет. Нужно думать о том, как мы сами, в общем-то, думаем, сочетаем. Это первое. Второе, мне кажется, все-таки аналогия с ремонтом квартиры немножко неудачна, потому что хороший хозяин, когда начинает ремонт квартиры, он сначала делает проект, составляет смету,
а потом уже приступает к ремонту. А у нас получилось, в общем, вот мы ремонт начали, а сейчас думаем, а что же мы хотим получить. Поэтому я бы искал какой-нибудь другой все-таки образ, не ремонт квартиры. То есть, как всегда в России, есть одна хорошая идея, давай вяжемся в драку, а там что-нибудь получится. Вот приблизительно то же самое у нас сегодня получается. Но, слава богу, оно получается. В драку мы ввязались, и действительно надо все-таки проект рисовать, проект составлять, и смета, безусловно, нужна. Потому что, как бы мы ни считали важной идею, но чтобы реально... Мне не очень нравится слово «поворот к Востоку», да? Вот мне нравится слово «Россия» как великая евразийская держава. Да, я полностью согласен. А на Востоке Россия все-таки уже 4 века. Мы уже давно повернулись к Востоку, мы давно уже компонент, мы давно уже часть Востока. Между прочим, по территория, вот азиатская часть России, по-моему, составляет, я даже не беру Сибирь, да, это, по-моему, треть всей Восточной Азии по территории. Мы давно уже часть Востока. Поэтому давайте говорить о том, о России как великой евразийской державе, и чтобы она была самодостаточной, именно великой. Федор Александрович. У нас на предыдущей сессии был замечательный оратор, министр иностранных дел Монголии, которого спросили про Монголию. Что вот Монголии делать, как ей себя развивать? А он по-русски говорит лучше, чем мы с вами все. Меня совершенно восхитило, что он, описывая вот, уходящую натуру международно-политическую, сказал, что раньше все поверили в либеральную систему и думали, что все в шоколаде. Все-таки иностранец, однако вот такие тонкости. Так вот, на вопрос, а что же делать в Монголии, он сказал, а надо работать много. С 8 утра до 10 вечера. Работать, работать и работать. И добиваться результата, использовать все возможности. Вот и все. Это мы всегда раньше считали, что это протестантская этика трудовая. Оказывается, она не вполне подходит кому угодно. А самое главное, вот нас отличает, если в плохом смысле, именно то, что в отличие от европейцев, в отличие от азиатов, мы вот все время и спорим. Вот кто мы такие, туда мы, сюда мы. Уже, значит, как минимум 300 лет эти, значит, метания происходят. Они порождают великие иногда литературные произведения, прекрасную культуру временами, интеллектуальные течения, все. Но только вот работать с 8 утра до 10 вечера не всегда удается, а может быть как раз правда в этом секрет. Тимофей Вячеславович, можно провести аналогию. В 90-е и первую половину нулевых мы ведь примерно так же довольно бурно поворачивали, если хотите, на Запад. И мы помним, как Россия открывалась, и какие политические ставки делались на Запад. Оттуда получались какие-то ответные реверансы. Но в итоге мы видим, что большая часть этого всего было просто обман. И что ответные реверансы были не больше, чем реверансы. Да? Мы видим, что происходит с НАТО, с расширением НАТО, которое, несмотря на договоренности начала 90-х годов, продолжается. Не получим ли мы такую же историю при повороте нашем на восток? Извините, что я уже продолжаю употреблять этот термин именно поворот на восток, а не Великая Евразия. Давайте в каком-то одном термине будем, чтобы мы понимали, о чем идет речь. В Азии же нет НАТО. Потому что не было пока таких объединений, мы не понимаем, как там будет все развиваться в течение ближайших 10-15 лет. Для этого нам как раз и нужно стать в Азии своими, и чтобы азиаты стали для нас своими. В Азии совершенно другая международная структура, чем в евроатлантическом пространстве. Там нет НАТО, там нет Европейского Союза, которые ставят другие государства перед выбором, про который мы сегодня уже говорили, перед выбором или-или. Поэтому ситуация в Азии гораздо более гибкая, и в России гораздо больше возможностей в этой ситуации себя найти, обретя себя в первую очередь. Вот уже коллеги несколько раз говорили по поводу того, что наша задача – это развитие самой России. Я азиатским друзьям все время пытаюсь объяснить и объясняю, что в словосочетании «поворот России на восток» самое важное слово для нас – это Россия. Не поворот как таковой, не Восток как таковой, да, а обретение новых ресурсов, нового проекта для развития страны, нового стимула для того, чтобы идти на работу рано утром, возвращаться. Федор, не так поздно все-таки, это вредно так много работать. И я думаю, что наши корейские друзья не согласятся с идеей того, что мы... Еще про права трудящихся вспомним.
Ну, это же тоже очень хорошее наследие, которое у нас есть. И мы можем принести в Азию, у нас есть что принести в Азию, да, и права трудящихся, кстати, в том числе. И, может быть, они будут тоже меньше работать, больше говорить, да, вот. Как интересно они... Вы знаете, мне кажется, что нужно делать и то, и другое. Вот мы доклад написали, поработали, а теперь поговорили. Да. Леонид Ефимович, вам тот же самый вопрос про то, насколько надежен политический поворот именно на восток в плане исполнения в долгосрочной перспективе. Один из моих любимых певцов говорил, его спрашивали, часто ли вы разочаровываетесь, он говорит, знаете, я вообще никогда не разочаруюсь, потому что я ни на что особо не надеюсь. Ситуация очень простая. Если предполагать, что вот сейчас, там, я не знаю, мы разовьем инфраструктуру, а этот момент у нас как-то выпал, потому что речь шла в большой степени о входных воротах и транспортной инфраструктуре, а мы там, я не знаю, изменим ментальность, и будет нам тогда счастье? Не. У нас появится пространство для развития. Будет оно использовано? Замечательно. Может и не быть, как выйдет. То есть, когда нет вот этого ожидания, что будет нам, не знаю, и падет с неба манна, и там, я не знаю, потекут реки. Нет, я же не про манну, я про то, что наши... Я с этого начал. Наши западные партнеры, они ведь сейчас это так используется, партнеры, они были по-настоящему партнеры. И мы пытались выстраивать какую-то единую политическую среду с ними. Если вы помните, Борис Николаевич Ельцин пытался ездить в Америку, выступать там перед конгрессменами, да, показывать вот так, что мы вроде бы Вопрос понятен. в вашей шайке. Но вопрос понятен. Азия существенно более разная. Так получилось. Понятно, что европейцы, они тоже существуют только в России. В Европе существуют там немцы, французы и так далее и тому подобное. Но тем не менее, Азия существенно более разная. Настолько разная, что наши отличия, да, мы еще одни такие разные. Нет некого гомогенного фронта, который противостоит России. К сожалению, не берусь обсуждать за пределами. К сожалению, в Европе он сложился. Андрей Георгиевич, вот я рад, что здесь прозвучало слово инфраструктура. Я к ней хотел перейти, потому что инфраструктура и там равно деньги. Вот под весь поворот мы видим, что действительно много требуется новой совершенной инфраструктуры. Часть из которой может понятно, как она будет окупаться, например, «Сила Сибири», по части из которой возникает, опять же, много вопросов. А нужно ли вот России это все строить? И кто от этого выигрывает? Не выигрывают ли только вот эти азиатские страны, которые будут нам больше продавать? Расширение железнодорожных сетей, расширение дорожных сетей. Сейчас говорится о том, чтобы строить железнодорожный переход на Сахалин, а оттуда в Японию. И вот это все для кого? Для кого все это? Смотрите, это, конечно же, для нас, потому что, и не только для нас, это всегда улица двустороннего движения, понимаете, так не бывает, что одним хорошо, другим плохо. По поводу инфраструктуры, так получилось, что я общался с коллегами, с некоторыми, и вот по поводу развития наших отношений, в частности с Китаем, многие высказывали, что одна из самых больших проблем – это деловая коммуникация. Речь идет о том, что в ходе, понятно, «Сила Сибири» ее построит, да, и «Газпром», он пройдет на любой, так сказать, рынок. Это огромные компании, которые имеют и ресурсы, могут нанять каких-то специалистов, тех же востоковедов, так сказать, как-то их мотивировать, чтобы они, так сказать, выучились на наших факультетах. А мелкий и средний бизнес имеет гораздо больше проблем. И вот ему нужна инфраструктура коммуникации, потому что, вообще-то говоря, если эта коммуникационная инфраструктура создастся, это будет означать, что мелкий и средний бизнес России и прежде всего Дальнего Востока, на мой личный взгляд, может получить уникальные возможности продвижения на рынке, на которые иначе ему никак не попасть. Другой вопрос, насколько... И вот эта вот коммуникационная составляющая очень важна. Вот мы там с коллегами из такого агентства «Интерфакс», которые специализируются на деловой информации, много это обсуждали, и эта проблема есть, да? Проблема программ, проблема центров коммуникации, проблема того, чтобы создавать вот такие именно инфраструктурные проекты, помогающие принимать решения, проверять информацию, заключать сделки, обеспечивать бизнес. Я абсолютно согласен, что работать нужно круглосуточно по возможности. И вообще, Особенно если речь идет о ваших подчиненных.
Конечно, вот, значит, понимаете, я что, за вас свою работу буду делать, да, как известно, есть такая фраза. Вот, поэтому нет, мне кажется, что это полезно для всех и для нас в том числе. Мне вообще кажется, уникальная ситуация в том, что, может быть, мы действительно переоцениваем значение этих идентичностей. Действительно надо, как совершенно было справедливо сказано Федором Александровичем, больше, что называется, точнее, монгольским министром, значит, это, что надо просто больше работать, и вам будет счастье для этого. Потому что, и вот мне понравился факт, что наименьшая предвзятость там, где люди больше всего общаются. Прямо сейчас смотрите из Владивостока прямую трансляцию церемонии подписания совместных документов и заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Александрович Козлов и министр коммерции Китайской Народной Республики Джун Шань подписали меморандум о взаимопонимании о программе развития российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2018-2024 годы и меморандум о взаимопонимании по вопросу создания Делового совета Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и северо-востока Китайской Народной Республики. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Александрович Козлов и председатель Комитета Государственного совета Китайской Народной Республики по контролю и управлению государственным имуществом Сяо Яцин подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению российско-китайского регионального производственного и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке. Президент Олимпийского комитета России Станислав Алексеевич Поздняков и председатель Олимпийского комитета Китая Гоу Джэньвэнь подписали меморандум о взаимопонимании между Олимпийским комитетом России и Олимпийским комитетом Китая. Генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Константинович Киселев и руководитель китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюн подписали соглашение о международном стратегическом сотрудничестве. Проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Виктория Владимировна Панова и вице-президент Китайской академии общественных наук Цай Фан подписали соглашение о создании центров российских и китайских исследований. Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк» Игорь Иванович Шувалов и председатель Государственного банка развития Китая Ху Хуайбан подписали кредитное соглашение о предоставлении средств в объеме до 12 миллиардов юаней. Генеральный директор публичного акционерного общества КАМАЗ Сергей Анатольевич Кагокин и председатель правления китайской компании Weichai Power Тань Сюйгуан подписали договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью КАМАЗ Weichai. Церемония обмена документами завершена. Переходим к заявлениям лидеров для средств массовой информации. Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дорогой друг, уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить признательность председателю КНР, господину Си Цзиньпиню, за то, что он принял наше приглашение и впервые участвует в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Председателя КНР во Владивостоке сопровождает большая делегация, включающая руководителей правительства,
представителей региональных властей и бизнеса. Завтра вместе с председателем Си Цзиньпином, а также президентом Монголии, главами правительств Кореи и Японии примем участие в пленарном заседании этого форума. А сегодня состоялся рабочий визит председателя КНР, прошли переговоры, на которых обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Наметили планы по дальнейшему развитию всеобъемлющего российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание по традиции уделили углублению торгово-экономического сотрудничества. С удовлетворением констатировали, что в первом полугодии двусторонний товарооборот увеличился почти на треть и достиг 50 миллиардов долларов. Есть все основания в этой связи полагать, что к концу года мы выйдем на рекордный уровень товарооборота в 100 миллиардов долларов. Дополнительные возможности для роста встречных товаропотоков появляются в связи с подписанием в мае этого года соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразес и Китаем. С российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более активном использовании во взаиморасчетах национальных валют. Это повысит устойчивость банковского обслуживания экспортно-импортных операций в условиях сохраняющихся рисков на глобальных рынках. Важной сферой сотрудничества является энергетика. В прошлом году только в рамках межправительственных соглашений Россия поставила в Китай 30 миллионов тонн нефти, а с учетом коммерческих отгрузок эта цифра превысила 52 миллиона тонн. По графику идет строительство газопровода «Сила Сибири», ввод в эксплуатацию которого намечен на конец 2019 года. Согласованы основные условия поставок газа с Дальнего Востока. Китайским инвесторам принадлежит существенная доля в проекте Ямал-СПГ. С декабря 2017 года с этого предприятия потребителям в 14 стран мира, включая КНР, отгружено 4 миллиона тонн сжиженного газа. Россия – крупнейший экспортер в КНР электроэнергии, угля. Развивается российско-китайское взаимодействие в сфере мирного атома. Уже эксплуатируется первая очередь Тяньваньской АЭС. В этом году принят 3-й энергоблок, 4-й готовится к сдаче. Запланировано строительство Росатомом еще 2 блоков этой АЭС. Отмечаем и расширение сотрудничества в научной сфере в области мирного использования атомной энергии. Расширяется кооперация в сельском хозяйстве. В январе-июне этого года более чем наполовину вырос экспорт в Китай российской сельхозпродукции. По зерновым уже достиг отметки 656 тысяч тонн, что выше показателей за весь 2017 год. Продвигаются переговоры по увеличению числа российских регионов, которые могут поставлять в Россию пшеницу, а также упрощению условий взаимных поставок мяса и молока. Особое значение придаем укреплению прямых связей между субъектами Российской Федерации и провинциями Китая. Этому призвано способствовать проведение годов межрегионального сотрудничества в 2018-2019 годах. Вместе с председателем Си Цзиньпином чуть позже встретимся и с участниками круглого стола руководителей регионов России и Китая. Большая работа проводится в рамках Межправкомиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского регионов России и Северо-Востока Китая. В центре внимания ее 2-го заседания, которое прошло в августе в Даляне, были вопросы расширения приграничной инфраструктуры и международных транспортных коридоров. Многоплановый характер носят наши гуманитарные связи. Растет интерес граждан 2 стран к туристическим поездкам. Отмечу, что чемпионат мира по футболу в России посетило рекордное число китайских болельщиков – около 70 тысяч. Углубляется сотрудничество в сфере образования, культуры, спорта, молодежных обменов. Констатировано растущее взаимодействие наших стран в международных организациях – ООН, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, Группе 20, на других площадках. Продолжим совместные усилия по политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове в соответствии с российско-китайской дорожной картой. Поддерживаем предпринимаемые руководством Республики Корея и КНДР шаги по восстановлению двусторонних